Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Проверка судебных решений на чемпионате Азии по боксу. Поединок Куата Хамитова и Марифа Пираева отменен. И почему Тайсон Фьюри всех послал? Обсудим в этом выпуске. Всем привет, меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Новости контактных видов спорта, порции спортивных эмоций, которые дарит нам 1xBet. Международная боксерская ассоциация IBA начала проверку судейских решений на чемпионате Азии по боксу 2024 года, который прошел в городе Чингмай. Напомню, что по итогам соревнований возникли обвинения в предвзятости в пользу боксеров из Узбекистана. Одним из спорных инцидентов стал финал в категории до 71 килограмм, где Хавазбек Асадулаев упустил казахстанца Аблайхана Жусупова. Но рефери не зафиксировал нарушение. Позже Асадулаев все-таки дисквалифицировали, а Жусупов таки стал победителем. IBA также рассматривает финал до 48 килограмм между казахстанцем Санжаром Ташкентбаем и узбеком Шадьюром Меликузиевым. Там, я напомню, спорное решение касалось подсчета нокдауна в отношении Ташкентбая. Будем следить за развитием событий и очень надеемся на справедливое решение. Куат Хамитов сообщил, что не примет участие в боксерском поединке против Марифа Пираева на турнире All Star Boxing, который должен был состояться 27 декабря в Алматы. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте самого турнира. Поединок перенесен на неопределенный срок. В последний раз Хамитов выходил на ринг 3 месяца назад, когда уверенно победил Нурбергена Шарипова на турнире в Алматы, забрав у него автомобиль, который предоставлялся победителю. После поражения в реванше против Александра Усика британский супертяж Тайсон Фьюри заявил, что был уверен в своей победе и считал, что его ограбили. Кстати, как вы считаете? В разговоре с бывшим тренером Беном Дэвинсоном Фьюри выразил разочарование, заявив: «Да ну их всех». Боксер уверен в своей победе с преимуществом минимум 3 раунда, так как он контролировал бой. Он также подчеркнул, что был боссом в ринге и проводил бой первым номером. Фьюри отметил, что после такого опыта не видит для себя будущего в подобных странах, подразумевая даже возможное завершение карьеры. Эти высказывания могут не понравиться спонсорам, в частности проекту Riyadh Season и Turkish Al-Asheikhу, которые поддерживали этот бой. Александр Емельяненко победил Алексея Гончарова на турнире по смешанным единоборствам НФЛ-2 в российском городе Назрани. Бой завершился нокаутом Емельяненко в первом раунде всего за 37 секунд, друзья. Эта победа стала для Емельяненко 29-й в профессиональной карьере, а Гончаров потерпел 5-е поражение. Для 43-летнего Емельяненко этот бой стал первым с 2021 года, когда он проиграл удушающим приемом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу. 20 декабря во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ишкемперова в Астане состоялся турнир Bad City Fight Nights Boxing. Главным событием турнира стала встреча казахстанского чемпиона мира по версии WBA Азия Даулета Даукенова и представителя Колумбии Марлона Агуаса. Даукенов одержал победу единогласным решением судей, улучшив свой рекорд до 15 побед при 2 поражениях. В заглавном бою сошлись аргентинец Эмилиан Пучето и казахстанец Сапарбай Айдаров. Айдаров победил техническим нокаутом во 2-м раунде, доведя свой рекорд до 9 побед при 1 только поражении. Жалгаз Жумагулов успешно дебютировал в профессиональном боксе. Его соперником стал Равант Оуба из Норвегии. Жако победил техническим нокаутом в 3-м раунде. Дамир Исмагулов также успешно дебютировал, одержав победу единогласным решением судей. Соперником стал бразилец Филиппе Майя, а еще турнир посетил легендарный боксер Рой Джонс-младший и, кстати, Василий Жиров. Они поддержали участников и организаторов данного мероприятия. 21 декабря в Семии прошел турнир Найза 70. В главном бою вечера Нурбек Абдрахманов должен был защищать титул в полулегком весе. Но, к сожалению, его соперник Николай Киоси не смог уложиться в лимит весовой категории, перевесив аж на 1,5 килограмма. Таким образом, поединок для него не имел статус титульного, а сам бой закончился апсетом для казахстанской публики. Николай нокаутировал Нурбека в
первом раунде. В заглавном событии вечера прошел чемпионский бой в минимальном весе. Багдад Жубаныш нокаутировал Яна Фераза во втором раунде и провел первую защиту своего титула. Теперь многие фанаты жаждут увидеть реванш с Казбек Сагыном. Если вы тоже, то пишите в комментариях. Глава лиги Нурбек Карабала уже заявил, что этот бой, возможно, станет самым большим боем в 2025 году. Также 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовской Аравии, состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, о чем я говорила ранее. Поединок завершился победой Усика единогласным решением судей. Все трое выставили счет 116-112 в его пользу. Таким образом, Усик сохранил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супер тяжелом весе. Бой продлился все 12 раундов и был отмечен техническим мастерством обоих спортсменов. Усик продемонстрировал превосходную работу ног и точность ударов, что позволило ему контролировать ход поединка и нейтрализовать преимущество Фьюри в росте и размаха его рук. Для Усика эта победа стала 23-й в профессиональной карьере, и он остается непобежденным на профессиональном ринге. Для Фьюри же это поражение стало вторым в карьере, что ставит под вопрос его дальнейшие планы в боксе. 191 миллионов долларов – это общий фонд реванша Усик и Фьюри. На этом у нас все, друзья. Спасибо, что вы с нами. Не забывайте подписываться и комментировать. Ну и, конечно же, ставить лайки. Всем отличной недели. Пока-пока.